Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. За сутки в Якутии произошло сразу два случая падения детей из окон. Первый произошел в столице на улице Бестужева-Марлинского. Годовалая девочка, упав с высоты 4-го этажа, осталась жива. Падение пришлось на траву, что несколько смягчило удар. В результате она получила ушиб грудной клетки и находится в больнице в тяжелом состоянии. Второй случай произошел в поселке Черский. Трехлетняя девочка взобралась на подоконник и, открыв окно, выпала с высоты 2-го этажа. Ребенок доставлен в районную больницу с переломами пяточных костей. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам будут приняты процессуальные решения. Следственное управление и мы в очередной раз обращаемся ко всем взрослым, под чьим присмотром находятся дети, с призывом быть предельно внимательными по отношению к малышам. Тщательным образом контролируйте местонахождение детей, разъясняйте им правила поведения в опасной близости от открытых окон и балконов, а также возле водоемов и на дорогах. В Нерюнгри задержали конструктора самодела огнестрельного оружия. Автослесарь одного из предприятий обладал внушительным арсеналом. Газовый и сигнальный револьверы, штык-нож от автомата Калашникова, 4 макета стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны, 3 предмета кустарного производства, конструктивно схожих с огнестрельным оружием, а также ударно-спусковой механизм для нарезного ружья, 25 патронов калибра 5,6 мм и 2 патрона для гладкоствола. По словам мужчины, патроны он нашел в тайге. Часть изъятого изготовил самостоятельно, а остальные предметы приобрел в магазине, однако соответствующих документов не предоставил. Мать-детоубийца признана страдающей психическим расстройством и представляющей опасность для общества. Напомним, в марте женщина плоскогубцами убила свою 9-летнюю дочь. Убийство произошло на глазах у 7-летней девочки, подруги погибшей. Женщина сняла с подруги дочери верхнюю одежду и обувь и, зная о возрасте девочки, нанесла по ее голове и телу 8 ударов плоскогубцами и руками. Остановила женщину лишь утвердительный ответ ребенка на вопрос о вере в Бога. В последующем она отвела девочку в соседний магазин, где вызвала такси, и отвезла ребенка домой. В ходе расследования проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой женщина признана страдающей психическим расстройством, представляющей опасность для общества. Как установила комиссия экспертов, на момент совершения преступления она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность совершаемых деяний и руководить ими. За месяц в Якутии выявлено почти 400 случаев нарушения правил охоты. Как сообщает Минприроды региона, изъято 130 единиц охотничьих ружей и 6 иных орудий незаконных охоты. Также изъято незаконно добытые 55 особей пернатой дичи и одно копытное животное. По всем случаям были составлены административные материалы. Отметим, что с сегодняшнего дня в северных районах открывается сезон охоты для водоплавающей дичи. Завершено следствие по пожару на улице Бабушкина в столице региона. Напомним, пожар произошел в декабре прошлого года. В огне погибли 3: 2 женщины и 17-летняя девушка, соседка обвиняемого. Подозреваемый заснул пьяный на диване, не потушив сигарету. Окурок воспламенил диван. Возникло возгорание, которое охватило всю квартиру и распространилось на другие помещения дома. Сегодня вступают в силу поправки в закон о связи, которые дадут право операторам связи блокировать серые сим-карты по решению Роскомнадзора. Те, кто будет покупать сим-карты с рук, рискуют остаться вне зоны доступа, а деньги, которые остались на счетах, при аннулировании карты никто не вернет. Серые симки часто используют для различных преступлений и мошеннических схем. С этим и начнется борьба. Но если вы добропорядочный гражданин и купили карту до 1 июня 2018 года, то можете ее легализовать. 3 миллиона евро или более 200 миллионов рублей. Такая сумма пропала из денег, изъятых у экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции Дмитрия Захарченко. Следователи проверят причастные к перевозке организации и ведомства. Также будут проверены условия перевозки денег и их соответствие требованиям безопасности. Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток и воспрепятствованию правосудию. В больницу Мегино-Кангаласского района поступил мужчина с ранением головы. Как оказалось, он стал жертвой пьяной драки с приятелем. Рана была нанесена резиновым сапогом, наложено 7 швов. Напомним, что в середине мая в том же районе муж избил неверную жену сходным предметом. Было возбуждено уголовное дело. В населенных пунктах, где на днях пронеслись ураганы, продолжаются восстановительные работы. К примеру, в Алданском районе скорость ветра достигала 25 метров в секунду с понижением температуры до 0 градусов. Упали деревья, антенны, рухнули крыши, и это далеко не все последствия. Репортаж Татьяны Вахниной.
Поваленные деревья, упавшие щиты и антенны, сорванное листовое железо с крыш, обрушившийся на Южную Якутию ураганный шквалистый ветер повлек масштабные последствия. Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий, и все службы находились в режиме повышенной готовности. Тревога оказалась не ложной. Ожидали мы этого, в принципе, ожидали, просто не ожидали, что будет такое немалое количество отключений. Но в основном мы устояли, надо сказать, потому что отключения были только в основном касалось 0,4. По 0,4, в принципе, немного отключений. В разы меньше, если бы это отключалась линия класса напряжения 110 или 35 киловольт. Погодные условия повлекли отключение электроэнергии. Вследствие сильного порывистого ветра произошли многочисленные обрывы линии электропередачи, а также падение опор. В результате аварий обесточенными оказались сотни домов. Скажем, целыми улицами, да, допустим, фактически проблема одна. Где-то опора завалилась, там еще что-то. Поэтому в среднем, около 30-40 отключений. Но если в целом собрать заявок с города, то, конечно, будет больше. Оборванная в центре города линия электропередачи предположительно стала причиной пожара. Провод упал на прошлогоднюю траву. Моментально вспыхнули искры. Ветер способствовал распространению огня. И за считанные мгновения охваченная пламенем площадь увеличилась в несколько раз. Пожарные расчеты приехали через несколько минут после вызова. И огонь удалось потушить быстро. Позвонили и сказали: Ира, у тебя огород горит. Я сюда и прибежала. Тут рядом постройки, все, если вспыхнуло бы в такую погоду, то бы все сгорело. 30 мая без электричества оставались поселки Якокут и Ленинский, часть микрорайона Солнечного, а также несколько домов в Алдане. Ремонтно-восстановительные работы продолжались в течение дня. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. На этом пока все. Хороших выходных и берегите детей.